суағарын жасап жатыр, жолдарын дұрыстап жатыр, асфальт төсейміз деп мінекей жанталасып жатыр. Сіз қайда тұрасыз? Бауыржан Момышұлы 68-де тұрамыз. Пенсионерміз. Аты жөніңіз? Тұрсынбаев Жеңіс. Аха. 70-демін. Енді қараңызшы, мынаның бәрі заманауи стандартпен кәдімгідей бір үлкен қаладағы әдемі болып жасап жатқан байқайсыз ба? Иә, біздікі мына аягөзге жақсы болды биыл міне. Әкімге рахмет. Бұрын болған ол кішкентай болған. Оны алып тастады, қазір үлкейтіп қойды. Мынау айбат жақсы. Бар жерін бәрін жасап отыр. Көп рахмет әкімге. Халыққа енді көмегін көрсетіп отыр ғой, енді бәріміз ризамыз. Жақсы, көп рахмет аға. Я мастер участка Нургалиев Абай Жабаевич. Работаю здесь по облагоустройству улицы Момышулы. И в дальнейшем еще мы работаем по улице Алтынцарина. Устанавливаем водопропускные лотки, а также по улице Момышулы устанавливаем бордюры. Протяженность участка, почти вы видите, сами вчера начали уже производить работу по укладке асфальта. Это 4 сантиметра получается, крупнозернистый асфальт. Вчера работала техника, 3 катка, 1 асфальтоукладчик. Также работали порядка 10 человек. Прежде чем постелить асфальт, мы прочистили полностью улицу от пыли. Затем пролили гудронатором. Это специальная эмульсия для связки асфальта. После этого были подготовлены техника в количестве 14 штук. Там, грубо говоря, где-то около 300 тонн асфальта уложили за вчерашний день. Начали где-то порядка часов 7 где-то и закончили около 4 утра. В зависимости от того, что асфальт очень хороший. Вчера действительно и погода позволяла, и хорошо здесь освещение имеется. За счет этого мы работаем и ночью. Не только днем, но и ночью. Ну, стараемся ускорить темп работы. Ну, работа нелегкая, здесь очень многообъемная работа, да? Помимо асфальта у вас тут и бордюры, и ярыки. Вот. Да, это бордюр укладываем и водопропускные лотки. Вот, водопропускные лотки практически по улице Момышулы уже практически закончены до конца улицы. Увеличить объемы. Поставка материалов у нас своевременная. Все материалы сертифицированы, казахстанской. Так что проблем с материалом у нас нет. Ну, здесь сразу бросается в глаза, что работа ведется по каким-то вот современным стандартам, да, и лотки какие-то уже другие, бордюры, и очень, ну, как в городах больших. Уже, как вы заметили, до этого, когда мы приехали сюда на участок, то есть здесь были лотки такие суженные, еще советских времен, я так могу сказать. Узкие лотки были, неудобные, то есть поток воды не успевал справляться особенно весной, талые воды не успевали уже справляться с этой водой. И как бы по заказчику у нас Акимат, и Акимат уже дал нам предложение, что ли. И вот уширить лотки, расширенные лотки. Такие лотки у нас стоят в Талды-Кургане, в Алмате, в Астане. Эти лотки везде, по всему Казахстану. Качественные лотки. Бордюры тоже самое уже высокие, более повыше уже ставим по сравнению с тем, что было, были ниже. А сейчас, допустим, уже повыше.
Также, где вот подъезды к домам, допустим, мы вот лотки уже устанавливаем, уже тоже качественные, они по размерам больше, уже 1,50 м, и то есть по толщине они толще уже. То есть визуально это Визуально будет видно, очень красиво. Город уже более-менее уже обустраивается и более-менее уже как бы красивше становится уже. Приближается к каким-то современным стандартам. Да, потому что это. И также еще у нас идут, вот вы видите асфальт, вот на некоторых улицах раньше вот были много ям, было очень много, люди жалуются постоянно. Вот, а сейчас вот, допустим, вот сколько я вот работаю, вот по улице Мамушала, здесь вот люди выходят, отсюда соседи все говорят, там люди выходят, взрослые люди, там женщины, там особенно бабушки выходят, говорят, вот молодцы, говорят, хорошо, Красиво. Вот, красиво стало, лучше стало, говорят, и лотки, говорит, уже шире. Даже по их ним, допустим, то, что они говорят, вот нам, допустим, надо вот заезд вот столько-то метров сделать, сделайте, пожалуйста, мы сделаем вот столько-то, сделайте есть, там вот это, пожалуйста, потому что мы идем на все, как бы, Навстречу этим горожанам. жителям. Почему? Потому что это их город, то есть город, в котором они живут, и в этом городе они действительно хотят, чтобы он был более красивший. Вот сейчас вы сами видите, уже другие улицы есть, вот потихоньку город начинает преобразовываться и уже как бы уже приходит более современный город уже. Тем более сейчас стала уже Абайская область, и так что вот как бы область уже другая получается, новое название области уже, и с этим, в общем, надо идти в ногу со временем. Правильно. Как бы на дворе 21 век, и желательно уже идти действительно уже облагоустраиваться. Можно один каверзный вопрос? Да. Вот качество вот этих вот цементов, вот бордюры, лотки, они же все из цемента, в основном, основной материал это цемент. Он не рассыпется через год, Нет. два? Дело Не в том, станет что крошиться? на каждый вид материала имеется сертификат, который проходит госстандарт. Все это ОТК, как в советское время было ОТК, проходит в специальных лабораториях, испытывают их, прежде чем что-то выпускать. Если, допустим, некачественный материал, уже прежде чем мы заказывать, там есть представитель, который на это смотрит, который проверяет это все. Есть специальные приборы, по которым, по этим приборам есть СНИПы, есть. По этим СНИПам все это, в общем, делается. Контролируется, да? Контролируется обязательно. Есть специальная лаборатория, которая идет контроль качества проходит. Прежде чем И выпускать. асфальт у вас тут двухслойный или как там? Асфальт у нас получается вот сейчас крупнозернистый асфальт, 4 сантиметра по ГОСТу идет по заказу. сверху? И потом будет второй слой асфальта, это мелкозернистый будет. Тоже 4 сантиметра будет. Он тоже как бы даете гарантию? Да, обязательно, на да. На него есть документы обязательно, без документов асфальт не выпускается. Тоже то есть там есть свой состав, есть своя фракция, добавки специальные есть, там, мин-порошок имеется, там битум, все там нюансы, это уже там на заводе все это делается, прежде чем выпускать асфальт, это все контролируется. Опять же там лаборатория, все это выпускается, делается. Ферны потом сверливается таким образом. Вот я тут посмотрела логотипы компании Нурлыжол. Я его встречала и в Алматы, и в Астане. Вообще расскажите немножко о своей компании. Компания давно работает, Нурлыжол, она и в Астане, и в Астане они тоже работали. В основной компании она находится главный офис в Алмате. Ну это крупная компания, вы как филиал, да? Да. Здесь, то есть именно в Аягузе мы сейчас вот обустраиваем. Помимо именно здесь, то, что вот идет города Аягуза, у нас еще есть другие объекты, там, где мы тоже будем асфальт ложить. Есть такие поселки Ахши, допустим, это уже 40 километров где-то. То есть это проверенная компания, с проверенной репутацией. Отвечает за свою работу, которая дает гарантии. Очень приятно. Всем спасибо большое. Что-нибудь добавите? Что я могу добавить? Ну, я просто могу сказать, попросить жителей о том, чтобы немного такие неудобства, то, что мы там закрываем движение, вот, что мы там перекрываем, тут перекрываем. Ну, допустим, вчера тоже было. Вот. Будьте немножко, как бы, терпите, и понятнее, что мы перекрываем. Мы не просто так перекрываем дорогу, а для того, чтобы сделать лучше, чтобы нам движению не мешать. Если, допустим, какая-то машина будет ехать, еще не готов асфальт, это опять переделывать, это все надо. Конечно. Тоже, чтобы с пониманием относились жители. Халық кішкене түсіністікпен қарауды сұрайсыз ғой. Сол. Өйткені кішкене шыдау керек. Немножко шыдау керек енді. Үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Сол. Жақсы. Көп рахмет. Вам спасибо. Істеріңізге сәт.